Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что неожиданно случится с вами до конца этого месяца? Загадайте, пожалуйста, на себя, на неожиданность обязательно загадайте. И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Какая красивая птица, феникс. Ох, что будет, ох, что случится. Вы знаете, вот показывают вас птицей феникс, и от вас как будто бы пламя идет. Момент перерождения, момент, когда вас хотели обратить в прах. Видите, вот сломанные какие-то погнутые эти копья, стрелы. Какой-то вот человек тут растерзанный валяется. Шлем вот валяется от этого человека. Буква А перевернутая. Тут, кстати, не один человек. Тут как запчасти от людей валяются. Вы меня извините. Очень похоже на то, что будет расплата. Расплата для тех, кто пытался вас погубить. Вообще, мне знаете, какая энергетика идет? Что вас доведут. Вы человек, судя по всему, очень добрый, очень терпеливый, неконфликтный. Человек, который, лучше, как знаете, потерпит, чем будет шашкой рубить. Вот есть такие люди несдержанные, которые как что сразу там за шашку и давай там рубить напропалую всех подряд, да? Либо там кричать начинают, как будто бы вот сирена какая-то. А вы нет, вы человек спокойный, уравновешенный. Кстати, вы очень интеллигентный человек, хорошо воспитанный, да, вот у вас хорошее воспитание привито. Вы прям выделяетесь на фоне других своей вот этой уникальностью, манерой, подачей, гармонией, да, вас вообще воспринимают как очень спокойного человека, умиротворенного человека. Человек, который не будет буйствовать, да, который словами попытается решить конфликт, либо вообще не будет провоцировать конфликтов. И вот, судя по всему, какие-то люди, потому что одного человека я точно вижу и вижу части. Вот как, знаете, по полтуловища, там чья-то рука. Кто-то прям на части будет разделен, а кто-то просто упадет лицом вниз. Видите, еще вот это как копье, либо стрела, как будто бы во всех, как волна, да, погнутая, и даже вот сам наконечник этой стрелы, он тоже какой-то странный, как будто бы его, не знаю, расплавили, да. Да, вы птица феникс, которая выпускает пламя в момент своего перерождения. То есть обнаглевшие враги, недоброжелатели, либо те, кто решил, что за вашим спокойствием прячется слабость, что можно вас там пикой тыкать, да, либо стрелы в вас запускать, либо как-то вас притеснять, да, что вы слабая, что вы не ответите, что вы как легкая добыча, да, как вот жертва мне идете. Вот они просто будут разорваны на части. Сила, которая есть у вас, которой вы наделены от рождения, вы ее и сами до конца еще не изучили. Нет, вы знаете, что вы сильный человек, и на что вы способны, вы знаете. Но есть еще и лимит, да, неисчерпанный лимит, вот то, с чем вы еще не знакомы. Видно, вас до такой точки кипения доведут, что вы просто вот взорветесь. И от этого взрыва вот всех этих врагов, всех этих глупых недоброжелателей просто разорвет на кусочки. Поломает сила взрыва все копья, все стрелы, все палки, все то оружие, с которым против вас идут, что будет такой шум, будет такой шорох, что ваши эти недоброжелатели либо критиканы забьются во все щели и дыры.
И даже никому в голову не придет что-то делать против вас, да, тем более говорить против вас. Для вас это момент сбросить с себя этот негатив. Момент, когда вы становитесь еще сильнее, чем были. Момент, когда вы воссоединяетесь со своей силой и сбрасываете с себя вот эти оковы социума, да, что нужно быть спокойным, уравновешенным, миролюбивым. То есть как естество берет верх над здравым смыслом, либо умом, либо воспитанием. Слушайте, ну прям сумасшедший момент показан. Вам он, конечно же, пойдет во благо. То есть и враги ваши расплатятся, те, кто нападают, пожалеют. И те, кто на уме держал, что вы слабый человек, что можно с вас веревки вить, либо можно вас обижать, вот для них это тоже очень показательное действие, которое охладит любую горячую голову. Вот. И еще таким моментом могут показать противодействие. Допустим, у вас есть проблема, вы пытаетесь ее решить, а какие-то люди вот прям оборзели, да, вот идет мне такое слово, оборзели, и они пытаются всячески вам заблокировать решение вашей проблемы. Вы уже и по-хорошему, и так, и сяк, и разные варианты предлагаете, а вам прям нет и все, вот уходите и все. Вот как-то хамят, нагло себя ведут, и тут вы взорветесь, птица и феникс, обожжете этих людей и проблему свою решите. И, значит, вот этих вот узколобых накажете. Все решится. Тут вот, дай Боже. Мне очень нравится то, что я вижу. Это феноменально. И для вас очень полезно. Ну вот реально для вас полезно. Это обновление энергии, потому что энергия все-таки скапливается, да, негативная энергия тоже скапливается. То есть вы же ощущаете, что к вам плохо относятся, вы понимаете, что против вас там что-то делают, затевают. И это то, что вы в себе терпели, да, держали. Вы это все выбросите, у вас обновление идет. То есть в следующий месяц вы обновленная вступите, либо обновленный, да, если смотрит меня мужчина. У вас будет прекрасное настроение, прекрасное самочувствие, а главное, люди адекватные будут вас окружать, потому что неадекватов вы всех разорвали в клочья. Все. Замечательно. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже. Дальше, мои хорошие, неожиданно до конца месяца какой-то человек буквально на коленях ползает за вами, что-то просит от вас, у вас. Ну, допустим, человек может извиняться, просить прощения. Либо человеку что-то нужно, чтобы вы сделали, либо там, не знаю, вмешались, что-то предприняли и прям на коленях ползает за вами для того, чтобы вас уговорить, убедить, выпросить у вас какого-то содействия. С одной стороны, вы этого человека предупреждали, вы говорили, что придет время, и ты ко мне обратишься. А человек вот так вот отмахивался и говорил: да ничего страшного, к тебе там в последнюю очередь приду. И тут, видно, человека прижало, либо вот это осознание, совесть замучила. И человек на коленях ползает. И ползать, я так понимаю, он будет как несколько дней. Да, вот прям пока вы там не смягчитесь, пока вы не согласитесь, человек вот на коленях ползает, там лоб в крови разбивает, поклоны земные вам отвешивает. Ну, как бы такое еще зрелище не для слабонервных. Вот. С одной стороны, все, что вы предсказали, сбылось. С другой стороны, человек сам себя наказывает таким унижением. То есть, если бы человек изначально адекватно себя вел, то ползать бы не пришлось. Ну, согласитесь, да, вы же нормальная, адекватная женщина, либо адекватный мужчина. Ну, вот что есть, то есть. То есть вы еще и свое самолюбие потешите. Ну и все ваши слова, конечно же, сбудутся. Дальше. Неожиданно какой-то человек придет вам что-то отдавать, либо возвращать. То есть это может быть долг, а может быть какая-то вещь, которую человек брал, заимствовал на время, и теперь этот человек приходит. И, что самое интересное, человек не только отдаст то, что должен, но и еще вам что-то принесет в виде, например, подарка. Ну, подарок-благодарность. Видно, задержал, либо очень помогла ему ваша вещь, либо деньги очень помогли. Может, все отказали, а только лишь вы одолжили. И человек это все запомнил и теперь возвращает, и возвращает даже с каким-то подарком. И еще у кого-то вот напрямую отыграется, что
подарок будет гораздо дороже, чем та сумма, которую вы одалживали, либо гораздо дороже, чем та вещь, которую вы давали в пользование. То есть человек через этот подарок проявляет всю свою благодарность и особое отношение к вам. А отношение там действительно особое. У человека вы прям в сердце золотыми буквами, как выгравированы, да, ваше имя, ваша фамилия. То есть человек считает вас самым добрым, самым открытым и самым замечательным человеком в мире, да, в его жизни, в ее жизни, потому что и женщина быть, и мужчина. То есть на самом деле это будет очень приятно. Немножко неудобно, да, потому что вы не привыкли, да, как так скажете, что за подарки такие дорогие, да, зачем? А человек скажет: нет, это тебе. Вот я специально, вот с большой любовью выбирал и хочу подарить тебе, да. Вот как-то так будет. Неплохо, очень даже неплохо. Дальше, мои хорошие. До конца месяца совершенно неожиданно вам какой-то человек приснится. Видите, месяц на человека показывает. И, возможно, даже не один раз вам приснится этот человек. Хочу сразу сказать, что человек может быть вам незнакомым. И вы скажете: что за дела? Почему какой-то незнакомец либо незнакомка мне снится? А возможно, этого человека вы знаете, но давно не видели, да? Либо у вас там не совсем близкие отношения, да? Вы не контактируете там на постоянной основе ежедневно, да? Такое не происходит. Смотрите, что важно. Вам будет сниться именно тот человек, кто вас либо по-настоящему искренне любит, либо в будущем по-настоящему искренне полюбит. То есть если снится незнакомец, то есть вы не знаете, кто это, то снится ваш будущий партнер, либо ваша будущая партнерша. То есть, понимаете, да, мужчине женщина приснится, а женщине мужчина приснится. Если снится знакомый человек, то этот человек вас любит и скрывает от вас свои чувства. Кстати, о птичках. Если вы замужем, либо у вас есть парень, девушка, да, и до конца месяца ваш партнер настоящий будет вам сниться, это вам подтверждение того, что ваш партнер, ваш муж, либо парень, либо девушка, либо жена вас по-настоящему искренне любит. Человек может не говорить вам каждый день о своей любви, да, не знаю, есть такие семьи, где мужчина каждый день женщине своей в любви признается, либо жена мужу каждый день в любви признается. Может и есть, но это такая редкость, да. А тут прям приснится и подтвердится все, что человек вас любит. Даже не говорит, но любит, да, любит по-настоящему. Может, вы сомневаетесь. Кстати, да, может, ревнуете, сомневаетесь, думаете, что охладел ко мне мой партнер. И вам приснится подтверждение, что человек вас любит по-настоящему. У кого-то будет один сон, у кого-то несколько снов будет, да, с человеком, который вас любит. И сны будут понятные, сны будут четкие, да, прям конкретно, да, видите лицо человека, там, может, полностью во весь рост. Не обязательно там цветные сны, либо с какими-то действиями, но тем не менее вы будете помнить, что вам снился именно этот человек. Дальше, мои хорошие, показывают какого-то интересного персонажа, кто пытается вас куда-то не пустить. Не знаю, что это. Неожиданно куда-то не пустить. Возможно, этот человек вас, наоборот, подбивал, пытался заинтересовать, буквально там за руку тянул, а теперь этот человек там на 180 развернулся, да, диаметрально развернулся, и теперь вас уже куда-то не пускает, не допускает вас куда-то. Сдается мне, что человек понял свою ошибку, скажем так, стыдно как-то признаваться, что был неправ, но понимать, что если все оставить как есть, то будут неприятности. Да? Человек прям перебывается в полете, то вас подталкивал, подгонял, а теперь он начинает отговаривать. Лучше послушайте и лучше не делайте. Да? Может быть, если человек найдет в себе смелость и до конца признается, вы тогда сами все узнаете. Если не найдет в себе смелости и не признается, просто, да, человек ошибся,
человеку совестно признаться, но человек сделает все для того, чтобы плохое не случилось, да, либо глупое не случилось. Будет прям, знаете, костьми ложиться и не пускать, за подол ваш держаться и не пускать. Ну, как-то так, да, отнеситесь с пониманием. Вы чувствительный человек, вы понимающий человек, вы, знаете, сердцем это все почувствуете, да, может, и говорить ничего не надо. Дальше. Здесь какие-то интимные картинки, очень похоже, что кто-то проведет очень памятную и незабываемую ночь, да, время. Может быть, это не запланировано, либо это спонтанно. Может, не знаю, это будет что-то связанное с тем, что вы раньше не делали, да, какие-то эксперименты в кровати. Я не знаю, мне неудобно про это говорить, но ничего не предвещало, тут бац и произошло. Также хочу предупредить и мужчин, и женщин не злоупотреблять алконапитками, да. Нет, если вы отталкиваетесь от того, что для здоровья полезно, в принципе, нормально, только предохраняйтесь. Если же вы в паре, в отношениях и попали в какую-то компанию, да, вот все-таки будьте поумнее, будьте поосторожнее, хочется сказать, да, это важно. У кого-то, да, искра пойдет, и эту искру просто невозможно будет ничем затушить, погасить, и случится то, что случится, почему бы и нет. Главное, чтобы без последствий, да, неприятных последствий. Нет, если последствия будут приятные, то можно. Если неприятные, то лучше и не надо, да, воздержитесь. Так, дальше. Я вижу, что вы какие-то документы сможете подписать. Либо будут подписаны документы, где фигурирует ваше имя. Почему это неожиданно? Возможно, вы, допустим, предполагали это, но предполагали чуть позже. Да? Либо вы вообще не предполагали, и тут такое резкое предложение, и вы думаете, ох, нет, надо не упустить. Конечно же, подпишу, конечно же, договоримся. Может, вас, скажем так, в последнюю очередь поставят в известность, чтобы был подписан какой-то документ, где фигурирует ваше имя. Но сразу хочу сказать, что у вас событие, этот документ, что это договор на линии судьбы. То есть для вас это очень хороший знак. Это неплохо, это наоборот очень сильно хорошо. Этот документ, он, знаете, как будущее вам открывает, либо в будущем, благодаря этому документу, вы себя будете комфортно чувствовать, да, у вас каких-то проблем не будет, либо каких-то неприятностей не будет. В принципе, неплохо, а очень даже хорошо. Дальше. Показывают мужчину, который на маленькой лошади кататься не хочет. Вот его нельзя заставить. Вот не хочет, и все. Говорит, калибр не мой, размер не мой. Маленькая лошадь мне категорически не подходит. Возможно, этот мужчина – это ваш мужчина. Возможно, это вы этот мужчина. Возможно, это какой-то ваш дорогой, любимый родственник. Я вижу, что работа человеку нужна, либо дело человеку необходимо. Но действительно, человек не будет заниматься какой-то непотребной работой. В его глазах нет плохих работ на самом деле. Все работы нужны, важны, и что улицу мести, что у станка стоять, что там, не знаю, быть пилотом, либо военным, либо там каким-то специалистом, да, это важно. Это важно, потому что если не будет никто улицы мести, то улицы зарастут грязью, мусором, да, будут засыпаны. Это все важно. Но конкретно этот мужчина, он не готов к той работе, которая будет у него там на горизонте маячить, да, либо ему будет предлагаться. Мужчина под вашим давлением, либо под давлением близких людей, скрипя зубами, может попробовать. Да? Но вот я вижу, что не понравится. И вижу, что человек все равно не останется на этой работе. Поэтому лучше себя не заставлять, не принуждать и объяснить ситуацию как есть. Мужчина вас любит и вас услышит.
и давить на вас никто не будет. Если вы не мужчина, но вашему мужчине будут предлагать работу, не надо на него давить. Иначе мужчина вообще может уйти в себя. Мужчина может очень сильно быть в подавленном состоянии. И вы знаете, через силу мил не будешь. Вот. Все равно работать там не будет. Вот как сразу показывают, не давите, не просите, не угрожайте, не надо ничего этого делать, потому что там работать не будет. У мужчины другое будущее. У мужчины вообще не лошадь, а ракета идет. То есть лошадь — это вообще не его транспорт. Мужчине вон на ракете надо летать. Ракета у него, как сказать, в будущем, да. Вообще мне показывают, что ракета у него на каком-то отдалении находится. То есть еще пару недель, пару месяцев, и к этой ракете он придет. Ракета — это очень мощное событие, очень мощный старт. Возможно, даже какая-то очень крутая должность, либо какая-то супер важная работа, которая и прославит, и накормит, и почет, и уважение. Идеальный вариант. Да? Да, возможно, ваш мужчина хочет именно на ракете летать. Вот, может, он подсознательно чувствует, что лошадь — это вообще не мое. Не хочу, не уговаривайте, не заставляйте, я не буду кататься на лошади. Вот, поэтому не надо давить, иначе отношения могут испортиться, иначе мужчина будет себя некомфортно чувствовать, уйдет в себя и вообще закроется, и неприятно будет, да, будет максимально неприятно. То же самое в учебе, да, если это не мужчина, но мальчик, сын, внук, не надо давить. Все прекрасно ваш мальчик знает и понимает. Да? Возможно, ему вообще этот предмет не нравится. Возможно, ему преподаватель не подходит. Да? Вот бывают преподаватели от Бога, которые просто прекрасно объясняют, и дети на ура воспринимают информацию. Возможно, поменяется преподаватель, да, и ребенок сможет адекватные оценки получать. А у кого-то отыграется, что, возможно, в будущем вы наймете репетитора, который вашего ребенка доведет до такого состояния, что ребенок будет выигрывать олимпиады, да, будет обожать этот предмет, да, вот прям от зубов будет отскакивать. А может быть, ребенок не добьется результата, допустим, в каком-то направлении, либо в учебе, да, какой-то предмет, да, не дается, но зато в другом направлении, либо другой предмет будет максимально успешным и триумфальным. Поэтому не давите, не портите отношения с людьми. Да, с близкими людьми нельзя портить отношения. И лучше такой, конструктивный диалог, без давления, без шантажа, без укоров, упреков, без слез. Просто нормально, адекватно поговорите, вы все поймете. Да? Возможно, нужен репетитор, возможно, нужно оставить как есть. Да? Все само поменяется со временем. Дальше. Показывают стручок гороха. В нем 2 горошины. Горошины — это замечательно. Горошины могут означать и доход, прибыль. Да? Горошины могут означать какие-то очень хорошие, добрые события. И также, не удивляйтесь, но горошинами могут показать каких-то родных новых людей. Да? Либо людей, которые будут новыми, но впоследствии станут как родные. Либо родными и станут. Смотрите, вы все разные, у каждого отыграется по-своему. У вас стручок гороха, в нем 2 горошины. И вы этот стручок открываете. Вы вообще в восторге от того, что у вас есть этот стручок, а когда еще эти горошины видите, они вам кажутся совершенными. Да, у кого-то денежка придет, причем 2 горошины либо из 2 разных источников, либо в двойном размере. А у других людей отыграются какие-то 2 потрясающих события, которые вы вовсе не ждали, но которые прям ворвутся в вашу жизнь, удивят вас, порадуют, наполнят. И также 2 новых человека, которые очень вам нравятся. И прям чувствуется, да, что эти люди не случайно пришли в вашу жизнь, пришли и попали в вашу судьбу. Так, мои дорогие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.